Далее людям предстоит пройти через мост. Всевышний говорит: нет никого, кто не прошел бы через мост над адским огнем. Это веление Господа, которое обязательно должно свершиться. Затем мы спасем тех, кто обладал богобоязненностью, и мы оставим беззаконников в огне, униженными, коленопреклоненными и немощными. Нет никого из вас, кто не прошел бы через него. Сальман аль-Фариси, услышав эти слова, зарыдал и убежал прочь. Он даже не позволил посланнику Аллаха, мир ему и благословения, закончить чтение этого аята. Сальман осознал, что все без исключения должны будут пройти над адом. Затем он горько заплакал. Сальмана привели к посланнику Аллаха, мир ему и благословения. Его глаза были почерневшими от слез. Мост над адом будет подобен острию меча. Первая группа пройдет его, словно молния. Вторая группа пройдет его, словно ветер. Третья группа подобна самой быстрой лошади. Затем будут проходить остальные, в то время как ангелы будут взывать: «О Аллах, спаси их!» Даже пророк, мир ему и благословения, пройдет через него. Каждый человек пройдет через ас-сират, мост, который будет установлен над адом. Дорогие братья и сестры, на этом мосту будет очень темно, и только ваш свет позволит вам пройти его. Люди, у которых будет яркий свет, пройдут его очень быстро. У других свет будет на кончике большого пальца, и он будет то потухать, то загораться снова. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, описывая этот мост, сказал: огонь ада будет пылать под ним. Языки пламени будут доходить до моста и обжигать проходящих по нему. На мосту будут когти, которые будут цеплять и царапать людей, сбрасывая их вниз. Некоторые люди, которые пройдут через мост, будут расцарапаны и обожжены. Некоторые упадут в огонь и выйдут из него только спустя некоторое время. А некоторые упадут и никогда больше не выйдут из ада. Что касается неверующих, то они тоже вступят на мост. Однако они не пройдут его и упадут вниз. Там будут и лицемеры. Они будут утверждать, что они мусульмане, однако они солгут. И когда они увидят свет у мусульман, которых они знали при жизни, и увидят, как быстро мусульмане проходят через мост, лицемеры обратятся к ним: «Пожалуйста, подождите нас. Мы были знакомы в мирской жизни. Мы знали вас. Поделитесь с нами частью вашего света. Лишь малостью». Ангелы будут кричать на них: «Возвращайтесь назад! Возвращайтесь! И ищите свет позади вас, имея в виду, что вы оставили из благих дел, чтобы надеяться на свет. Ведь в тот день свет будет олицетворять праведные дела человека. Будет установлена стена между лицемерами и верующими. С одной стороны ее будет милость, а с другой — мучение и пытки. Лицемеры упадут с моста ас-сират, и они окажутся на самом низком уровне ада, даже ниже, чем самый близ. Будет группа людей, которые доберутся, согласно некоторым преданиям, до высокой скалы на мосту. Однако они еще не пройдут мост, они будут размещены там, они не смогут продвинуться дальше. И также они не упадут в адский огонь. Эти люди будут защищены от огня, но при этом они не смогут пройти дальше. Они окажутся прямо посередине. Говорят, что это будут так называемые асхабуль-аараф, обитатели оград. Аллах знает лучше. Также аль-аараф переводится как «те, кого вы знаете». То есть этих людей будут знать. Их будут знать верующие и неверующие. Кто же они? Это люди, чьи благие деяния будут равны по количеству их плохим деяниям. И какова будет их судьба? Аллах не совершает несправедливости. Неверующие, находящиеся в аду, увидят их. Они станут внушать им отчаяние, говоря: «Вы упадете, вы обречены». С другой стороны, верующие будут взывать: «О Аллах, спаси их». Их судьба будет неясной. Затем голос воззовет к обитателям ада: «Видите тех людей, которых вы знали в прошлой жизни? Помните, как они совершали злодеяния вместе с вами? Вы думали, что мы поместим их в аду вместе с вами? Однако нет. Сегодня мы даруем им нашу милость и спасем их от адского пламени». И Аллах спасет обитателей оград и поведет их к воротам рая. Поистине,
Господь не поступает несправедливо ни с одним из своих рабов, неважно, мусульманин он или нет. Аллах говорит: затем мы спасем тех, кто был богобоязнен. Когда эти люди вот-вот уже были готовы совершить грех, они вспоминали Аллаха, вспоминали о наказании, которое их ожидает. Они любили Аллаха настолько сильно, что очень боялись Его разгневать. Они избегали запретных деяний. Это также относится к тем, кто совершили греховное, но затем они вспомнили Аллаха и покаялись. Эти люди также пройдут через мост. Те же из мусульман, которые все-таки упадут в огонь, тоже будут спасены позднее, благодаря заступничеству ангелов, верующих и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Дорогие братья и сестры, позвольте поделиться с вами благой вестью. До того, как войти в рай, мы отправимся к месту, которое называется Аль-Кантара. Аль-Кантара – это место перед раем, где мы окажемся после того, как пройдем через Сират. Что мы будем там делать? Там верующих вновь будет ждать расчет, но уже между собой. Какой-нибудь верующий скажет: «О Аллах, я стоял рядом с братом Саидом 5 минут. Я очень устал. Почему он поступил так со мной? Я давал ему любые сигналы. Я стоял прямо там. Я постоянно смотрел на него. Почему он поступил так со мной? Я хочу компенсации». И затем Аллах обратится к брату Саиду: «Саид, отдай ему его долг». Саид скажет: «О Аллах, как же я это сделаю? Ведь все мои дела ушли. У меня ничего не осталось». Затем Аллах скажет другому брату: «Посмотри туда». Он посмотрит и увидит райских гурий, дворцы, реки. Он воскликнет: «О Аллах, для кого все это?» Аллах скажет: «Это все будет твоим, если ты простишь брата Саида». Тот брат воскликнет: «О Аллах, я прощаю его». Затем настанет очередь других верующих. Это могут быть муж и жена, братья, встречавшиеся в мечети, любые верующие, между которыми произошел развод, и все их споры и разногласия будут решены. Там же будет находиться река под названием Нахаруль-Хая, или река жизни. Когда мы подойдем к ней и выпьем из нее, она очистит нас изнутри, и в нас не останется ни капли зависти или обиды по отношению к нашим братьям и сестрам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, и Абу Бакр ас-Сиддик будут на высших степенях рая, а какой-нибудь простой верующий будет на самом низком уровне, и все будут счастливы. Не будет никакой зависти, никто не скажет: «Я тоже хочу быть наверху». Нет, все будут довольны своим положением. И вот, когда мы искупаемся в той реке, мы все будем красивыми. Мы будем выглядеть настолько прекрасно, насколько это возможно. Вы будете настолько прекрасны, что у райских гурий, увидев вас, закружится голова. Да, братья, она воскликнет: «Ух, это что за красавчик?» Настолько прекрасно вы будете выглядеть. Что касается ваших жен, то они тоже будут настолько прекрасны, что если бы вы увидели их в этой жизни, душа покинула бы ваше тело. Настолько они будут красивы.